Друзья, рядом с нами Владислав Кон, полузащитник футбольного клуба «Сахалин», автор единственного мяча. Итак, Владислав, поздравляем вас с победой. И как оцените игру своей команды в сегодняшней встрече? Ну, в плане игры у нас вроде все получалось, но могли и лучше. Мы дома выходили с полным настроем и выигрывали спокойно. А здесь у нас в некоторых моментах не получалось, некоторые моменты мы не дорабатывали. Ну а так вполне прилично сыграли. Вот сегодня Сахалин создал прям ряд моментов именно с углового. На тренировках часто на какой акцент делается именно на угловых? Акцент делается на дальнюю штангу, либо на ближнюю. Но большую часть мы пробуем на дальнюю, потому что у нас есть хороший защитник высокий, Глеб Родионов. Он больше умеет играть головой. Ну и как мы увидели, вы тоже неплохо, да, играете головой. Но если говорить в целом о турнирном положении, до старта этой встречи команда находилась на 5-й позиции, имея 17, теперь уже 20 очков. В целом, как оценишь текущее положение команды в таблице? Ну, сейчас у нас в таблице идет все ровно, мы побеждаем. Но в первом круге у нас ничего, у нас не получалось реализации. В этом кругу мы собрались и готовы побеждать. Ну что ж, желаем удачи в дальнейших играх. Спасибо. Ну, у нас сейчас есть возможность пообщаться с главным тренером Сахалина Антоном Бучинским. Итак, Антон Евгеньевич, как оцените игру своей команды в этой встрече и что можете сказать касательно соперника? Свою игру оцениваем то, что увидели два разных тайма. Первый тайм при полной, так сказать, полном доминировании, инициатива была за нами, не забили свои моменты. Во втором тайме сели сильно низко, поэтому у команды хозяев появились моменты. Поэтому будем разбирать. Не хватило физически, может быть, дорога сказалась тяжелая, потому что добирались тяжело, может быть, то есть двое у нас травмированных играли с травмой. То есть будем разбирать, смотреть. Сейчас пойду пообщаюсь с ребятами, как у них самочувствие. То есть, сопернику хочу сказать спасибо. То, что я говорю, если брать домашнюю игру с ними и здесь игру, то есть две разные команды. То есть команда прибавила, и плюс мы увидели, я говорю, честно удивлен. Думал, второй тайм опустят руки, а нет. Молодцы, вышли, я говорю, тоже простили пару раз. То есть, только спасибо могу сказать. Вот ваши подопечные как себя чувствуют? 12-й тур, второй круг, это уже, конечно, уже новая история, да, в целом, есть ли усталость и вообще какова атмосфера внутри коллектива? Атмосфера отличная, то есть ребята в принципе физически готовы, усталости нет. Единственное, есть кадровые проблемы, то есть есть травмированные. Если в плане усталости, то все хорошо. Проделали между кругами хорошую работу, поэтому, думаю, должно хватить до конца сезона. Ну, сегодня набрали 20 очко, гонка за лидерами продолжается. Какие цели стоят перед командой в оставшийся матч? Ну, опять же говорю, выходим на каждую игру брать 3 очка. То есть, как оно будет дальше, мы себя не списываем, мы также гонимся за призовые места, себя не списываем. То есть, сейчас задачи одни, выходить и в каждой игре по максимуму добиваться победы. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо. Удачи в следующем. До свидания. Спасибо. Рядом со мной игрок футбольного клуба «Арктика» Илья Левашкин. Итак, Илья, уступили сегодняшней встрече, да, после такого разгромного поражения Благовещенска. Сегодня, несмотря на все старания, тоже уступили. Что не получилось у команды? Нам не получилось держать мяч, так как соперник все время прессингует. Ну, то есть очень мало было времени на то, чтобы подумать, отдать, допустим, в центр. Ну, мы старались играть от флангов в данной игре. Ну и в конце мне показалось, да, что нету такого рвения. Ну, казалось, что команда подсела немножко. В плане физики, как себя чувствует команда? Ну, конечно, устали в первом тайме, набегались, подышали в перерыве. На втором тайме вышли более свежие, но все равно уже сил меньше, естественно. Больше бегали, больше острых моментов. Ну, вот так получилось. Какой был геймплан на вторую 40-минутку? Мы делали перестановку, чтобы у нас скоростные игроки играли на фланге. Ну, больше играть через фланг также. Больше обострять, больше передач в зону 11 метров. Все. Ну что ж, желаем удачи в следующих играх. Друзья, рядом с нами главный тренер футбольного клуба «Арктика» Прокопий Федоров. Итак, Прокопий Владимирович, как прокомментируете минувшую игру? Ну, ребята молодцы, сыграли так очень даже хорошо второй тайм.
могли забить. Там у нас 3 момента было таких 100%. Забей вот эти голы, то результат был бы другом. А в первом тайме у нас какой-то был мандраж, и владение мячом у нас совсем не получалось. И передачи какие-то, ну, все мимо. Из-за этого потери за потерей, и в результате в первом тайме пропустили гол. Ну, соперник нам уже известный, да, встречались в первом круге, естественно. Вот как готовились к Сахалину вот именно в рамках домашней игры? Но мы, получается, да, с Сахалином первую игру сыграли 3-1. Получается, и, ну, они так хорошо держат мяч у себя дома, и контроль мяча у них хороший, 10-й номер, Нурсултан, что ли его зовут, и да, капитан команды, он всю игру делал, ну, поэтому дал задание, чтобы с ним сыграли, ну, индивидуальную опеку, и вроде бы ребята справились с задачами, но еще работать и работать. Но мы знаем то, что следующая игра тоже домашняя. Вот должна приехать команда с ШОР номер 2 из Комсомольска на Амуре. То есть это получается некое преимущество, да, к следующей игре. У нас нету вылетов, то есть готовимся дома. Как будем готовиться вот к встрече с ШОР номер 2? Ну, с ШОР номер 2 мы с ними сыграли, получается, счет был 4-0. Они там 3 гола забили нам с углового. Сейчас уже будем настраиваться, чтобы не пропустили с угловых и забить самим. Ну что ж, желаем удачи в следующих играх. Спасибо.